утро! На календаре четверг, 20 февраля. Сегодня во Дворце культуры ЧГУ имени Ульянова пройдет Республиканский педагогический форум «От пера до софта». В нем примут участие представители органов власти, общественных организаций, преподаватели и студенты. На форуме можно будет посетить мастер-классы с использованием высокотехнологичных устройств, инновационные площадки с презентацией современных технологий для ускоренного развития детей по гуманитарным, научно-исследовательским, инженерно-техническим и IT-направлениям. В ходе форума работников образования наградят государственными наградами. Завтра в залах Чувашского государственного художественного музея откроется выставка «Защитники Отечества. Все века Святую Русь от недруга хранили». Уже завершается подготовка экспозиции. Ко Дню защитника Отечества 60 графических произведений из собрания ЧГХМ увидят зрители. Куратор выставки Валентина Боброва в белых перчатках перебирает работы, которые будут выставлены в витринах. Ведь графика, воспевающая защитников, тоже нуждается в защите. Основная экспозиция оформлена классически в рамах из паспорту. Сама выставка третья в рамках проекта «Сколько лет уже прошло с той поры». Подвиги героев, век за веком охранявшие покой и нерушимость границ, нашли свое отражение в произведениях изобразительного искусства, а исток силы и мудрости в древних образах богатырей. На выставке будут представлены знаменитые герои былин: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Святогор, Настасья Микулишна, Микола Селенинович, а также батыры из чувашских легенд и преданий. Так, например, литография «Битва», созданная Адель Акимовной Ефейкиной, выпускница Чебоксарского художественного училища, обратилась к теме чувашских легенд и преданий еще во время учебы в Академии художеств. Ее дипломная работа была как раз эта книжная графика. После возвращения в Чебоксары Чигиган издает книгу «Чувашские легенды и предания» с ее иллюстрациями. Зрители выставки «Защитники Отечества. Все века Святую Русь от недруга хранили» уже в эту пятницу увидят эстафету от героев былых времен до солдат и генералов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, которым будет посвящен целый зал. Мемориальный комплекс имени Андриана Николаева тоже решил сделать подарок защитникам Отечества. В праздничный день папы, служившие в армии, вместе с детьми смогут бесплатно посетить музей. Предъявив военный билет, они смогут увидеть все экспонаты выставок, расположенные в 5 залах. Почувствовать себя настоящим космонавтом поможет цифровой мобильный планетарий. Также в музее покажут видеоролики о памятных датах военной истории России. А после их просмотра желающие проверят свои знания, пройдя викторину. Познакомиться с бытом чувашей середины прошлого века можно будет, заглянув в дом-музей семьи Николаевых. Агентство РИА Новости составило рейтинг российских регионов по качеству жизни. Чувашия в этом списке заняла 44 место. Наиболее высокое качество жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Далее идут Московская область и Татарстан. Регионами с самым низким качеством жизни стали Карачаево-Черкесия и Республика Тыва. На сегодня у меня все. Всем отличного настроения на целый день. До завтра!